Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Старт международной программы Большого детского фестиваля. Сергей Безруков привез в Абхазию уникальный фестиваль. Подробности встречи Бадри Гунба с артистом. Исторический музыкальный вечер в Сухуми. Под открытым небом для жителей и гостей столицы сыграли классику Баха и лучшие произведения абхазских композиторов. В Сухуми прошла первая международная конференция по развитию местного самоуправления с участием представителей российских городов и Общественной палаты Абхазии. Президент Бадри Гунба встретился с председателем правления московской абхазской диаспоры Бесланом Агрба. Глава государства выразил Беслану Агрба благодарность за личные усилия и вклад в реконструкцию исторической части набережной Диаскуров. Президент также поблагодарил руководителя диаспоры за многолетнюю поддержку соотечественников и активное участие в жизни республики. В свою очередь Беслан Агрба поблагодарил президента за встречу. Он отметил, какими быстрыми темпами сейчас меняется к лучшему и развивается республика, подчеркнув, что видеть эти перемены – огромная радость. Руководитель диаспоры добавил, что всегда стремился делать все возможное на благо Родины и заверил в готовности продолжать эту работу. عيد شكر قلرا مشتاق عردرا وي تبوب حراحيد حاسس شحويز يحد خراوز باشقرطستان Татарстан, або аэропорт Владислав Ихецху, с артиста хубрюк, и мачные сгвахтит хаскуяна год, era хабсва бизнес дебалоку хаважлар хатарница шарабхешнер гыланы, аити шукур гылу охтатны. Яхдырудва его шумамзыз курахкана айти шукургалара хчик амталы дискягоп уйги абржа хартаз шаха ибш уйги нахартолам гала патуакцина табуб хашахраты алшарахау инугзалаги усигон абсва ега Абстантец доказыргеге, хоразырге, и губалара, и ханткар, амацазура, хадзгалара, уй шара, и нукзалги ашарпшон, и хенги асипшихо, алшара хашту таски, хумпада, инапшу хюстчерз дара ихорцо нюсге, харахаушлара, хатардакча, хараха проблема, квадзбара, и нас шлопхау, уекарадзан коду бризахан, табу пашас эстахол, шнапызлагоусах, диздеро такаршукса и пыклана, абсо диаспора, ходара инжгдзо, издерот шага цхорара, ира спорта из хазу Рома, культура из хазу Рома, и вепшим хаважлар, хатарнакча, проблема зао цхорари, что обрезги потухзам куб табу пашасер стаху и хепри хайпшера схаяр ходна дшстинги хаутшер стаху и рабсна и нахза усмюгатка и раб и хамо проблему ката глаза еще дыка обрезги хайцхора на хажухори бутна зицбрз хазахёб шара шокозара уяцнку брёв шерги хатала уя хацгалара шизжо. Большое спасибо за то, что вы меня приняли. И на самом деле я как сухумец, как человек, который родился и вырос здесь, и который все время приезжаю, у которого большая здесь родня, очень рад тому, что происходит, потому что нам надо возрождать наш город, и сейчас вот эти усилия, которые в этом направлении делаются, это очень отрадно, очень хорошо. Спасибо за оценку, которую вы мне дали. Я всегда стараюсь делать так, чтобы на моей родине было лучше, хорошо. И мне очень приятно. И я думаю, что мы будем продолжать дальше двигаться в этом направлении. И все будет хорошо в нашем городе и в нашей стране. Итого. С рабочим визитом в Абхазию прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На границе с Российской Федерацией губернатора встретили премьер-министр Владимир Делба и вице-премьер Джансох Нанба. На 7 июля запланированы встречи с руководством страны и ряд мероприятий в рамках двустороннего сотрудничества.
Президент Абхазии Бадрагунба принял народного артиста России Сергея Безрукова. Приветствуя гостя, глава государства отметил высокий уровень культурного сотрудничества между Абхазией и Россией. Бадрагунба подчеркнул, что визиты известных деятелей культуры являются еще одним свидетельством прочных гуманитарных связей между двумя странами. Сергей Безруков поблагодарил за помощь в организации фестиваля. Артист преподнес Русдраму творческий подарок. Безвозмездно передал местной труппе свою режиссерскую постановку «Маленький принц». Спектакль, ориентированный как на детей, так и на взрослых, теперь войдет в репертуар Сухумского театра и поможет привлечь новую юную аудиторию. Кроме того, Сергей Безруков предложил открыть набор для абитуриентов из Абхазии на свой авторский курс в ВГИКе в 2027 году. Поступить на курс можно будет по итогам конкурсного отбора, в котором примет участие сам Сергей Безруков. Приезд к нам в гости таких именитых, заслуженных, народных артистов, как Сергей Витальевич, это еще очередной показатель того, что уровень взаимоотношений достаточно высок. Хочу поблагодарить вас за проведение уже в международном формате Большого детского фестиваля. Мы знаем, что первой страной, где вы побывали, была Норвегия, а уж потом Абхазия. Вы замечательный артист, вы представите на лучших площадках театральных. Это действительно высокий уровень искусства. И мы очень рады, что наш зритель имеет такую возможность сегодня насладиться профессиональным творчеством коллектива, который действительно привносит особый вклад в развитие культуры. К сожалению, к великому, я ни разу не был в Абхазии, ни разу. Расстроен, потому что есть что посмотреть. Это действительно, как вчера говорили, райский уголок, который Господь Бог приберег специально для Абхазии. И сказал, у вас будет лучшее место, прямо Черного моря, чистое море и потрясающая природа. И, конечно, сюда надо приезжать почаще. Сегодня мы показываем «Маленький принц» в рамках как раз открытия Большого детского фестиваля, большой программы детская. То есть это все-таки территория детства очень важная, да, потому что это нас как раз объединяет, потому что мы закладываем нашим детям с самого раннего возраста, да, те самые традиционные ценности, каким мы хотим, чтобы были дети. Собственно, нас это объединяет. Мы все хотим, чтобы дети жили в мире, в спокойствии, почитали своих родителей. Ну а вечером музыкальной сказкой притчей «Маленький принц» в Государственном театре русской драмы имени Фазиля Искандера открылся Большой детский фестиваль «Эхо БДФ. Республика Абхазия». До начала спектакля министр культуры Даур Ковы, директор Русдрамы Ираклий Хинтба, народный артист России Сергей Безруков и директор БДФ Лариса Вильясте ответили на вопросы журналистов. Репортаж Шазины Ханагуа. Когда мне было 6 лет, мне когда-то было 6 лет, это я. Похож? Нет? А так? В ритме волшебства и музыки открылась глава новой культурной истории Абхазии. Музыкальная сказка «Маленький принц» подарила зрителям настоящую сказку, в которой ожили дружба, любовь и умение видеть сердцем. Главную роль исполняет народный артист России, художественный руководитель БДФ Сергей Безруков. Зрители стали полноправными участниками спектакля. Уникальная постановка теперь доступна жителям и гостям республики. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго. Тут я потерял терпение, нацарапал рисунок и сказал: вот тебе ящик, и там сидит твой барашек. Да. Большой детский фестиваль проводится с 2018 года по инициативе народного артиста Сергея Безрукова. Специальная программа «Эхо БДФ» с 2021 года знакомит жителей российских регионов с лучшими постановками, фильмами и книгами, лауреатами БДФ разных лет. С 2026 года реализуется международное направление проекта. За пределами России программа «Эхо БДФ» проводилась на архипелаге Шпицберген. Второй точкой на международной фестивальной карте стала Республика Абхазия. В детстве вы читаете по-своему. У вас свой маленький принц, свой барашек, лис. Персонажи совершенно по-другому воспринимаются. Потом, если в взрослом возрасте вы перечитываете эту сказку, возникают совершенно другие фантастические смыслы. Вы начинаете как на таком ментальном уровне вдруг считывать совершенно другие смыслы, и они попадают в вас еще раз. Поэтому, конечно же, «Маленький принц», который мы по традиции всегда открываем Большой детский фестиваль,
рассказывая те самые прописные истины заново, мы в ответе за те, кого приручили. Я решил подарить просто эту постановку, да, право постановки здесь, в театре. А более того, придумал решение, что можно будет обойтись без экрана, поскольку есть свой оркестр. Я думаю, что это было бы замечательно, и сюда можно было привлекать еще и больше, юного зрителя. Сергей Безруков призвал народ Абхазии беречь родной язык и национальную культуру. По словам артиста, именно родной язык и культура являются теми глубокими корнями, которые сохраняют народ и его идентичность. Я хочу сказать огромное спасибо, что мы с вами общаемся на русском языке. И это, знаете, то, что очень хочется сохранить, потому что есть язык общения, и мы больше понимаем друг друга. Но хотя я выступал всегда, я буду выступать за национальные языки, за национальную культуру. Поэтому уважайте свою культуру, знайте свой язык. Это очень важно. И я сейчас как раз в интервью говорил о том, что это самая корневая система, как Фазиль Искандеров, то самое дерево. Если мы корнями глубоко в эту землю вошли, нас выдрать невозможно. Невозможно, нереально. Корни слишком глубокие. Поэтому храните свои корни, берегите их, родной язык, родную культуру. Приезд Большого детского фестиваля в Абхазию говорит об ежегодном наполнении все большими проектами российско-абхазских культурных взаимоотношений, отметил министр культуры Даур Ковы. По его словам, программу БДФ в Абхазии ждали давно. И новость о приезде фестиваля вызвала в стране ажиотаж. Еще раз хотим вас поблагодарить за то, что вы нашли время, приехали сюда. И, конечно же, пользуясь этой приятной возможностью, я хочу в очередной раз поблагодарить коллегу, министра культуры Российской Федерации Ольгу Борисовну Любимову за постоянное внимание к Абхазии, за то, что наши взаимоотношения, они постоянно крепнут. И ваш приезд сюда говорит о том, что взаимоотношения в сфере культуры между нашими странами каждый год они наполняются все большими и большими проектами. Для жителей и гостей Абхазии подготовлена насыщенная программа: спектакли, лауреаты, кино и анимация для семейного просмотра, встречи с современными авторами, мастер-классы для детей и подростков от ведущих педагогов. В театральной афише 7 показов, 5 спектаклей из Москвы, Воронежа, Нягани и Омска. В театральную афишу также вошли спектакли, ставшие лауреатами Большого детского фестиваля: «Мой дедушка был вишней», «Кошкин дом», «Каштанка», «Монолита Очкарик». Будет 13 встреч с писателями, иллюстраторами, да, то есть книжная программа будет представлена достаточно широко. И вот нам сказали, что там прям ажиотаж, что большое количество людей записалось, ребята с родителями и подростков, потому что, самое главное, наша аудитория — это дети, это подростки, да, те, кто не любит, да, мы должны их заманить, привлечь и так далее. Дети и подростки примут участие в образовательной программе БДФ, в тренингах от ведущих педагогов России, мастеров, работающих как с детьми, так и с профессиональными артистами театра и кино. В программе мастер-классы по сценическому движению, танцу и вокалу, занятия по развитию голоса, координации, умения работать с партнером. Этот проект проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, фонда Сергея Безрукова, губернского театра, МХАТа Горького. Очень много больших, мощных каких-то команд, которые поддерживают эту замечательную историю. И с нашей стороны президент Республики Абхазия, администрация президента, Министерство культуры Республики Абхазия и наш театр. Мы рады, что то, о чем мы на самом деле давно мечтали, происходит. И приезд Сергея Витальевича, конечно, в Абхазию — это большое событие. Мы видим, какой интерес и какой ажиотаж, даже, можно сказать, вызвал. 7 июля Сергей Безруков проведет мастер-класс для артистов Рустрама. Шазина Ханагуа, Рамо Камке, Константин Парулова, Абхазское телевидение. Сергей Безруков дал эксклюзивное интервью абхазскому телевидению. Чего ждать зрителю от программы «Эхо Большого детского фестиваля»? Наставления молодым артистам, как увлечь юного зрителя. И вернется ли он в Абхазию уже с взрослой постановкой? Все это и многое другое в нашей обстоятельной беседе с самим Сергеем Безруковым. Скоро в эфире АГТРК. Не пропустите.
Здравствуйте, мы рады приветствовать вас у нас в стране. Как вас встретила Абхазия? Как всегда, я думаю, встречает, потому как про ваше гостеприимство ходят просто легенды. Я первый раз в Абхазии, и я счастлив, что наконец-то я доехал сюда. И я, надеюсь, буду здесь появляться довольно-таки часто. Мы договорились, что буду сюда заезжать. Тем более, в Сочи я приезжал очень много раз и был со всеми спектаклями, с гастролями. Жаль, что не доезжал до Абхазии. Действительно, такое упущение. Но я надеюсь, мы это восполним. Сергей Витальевич, «Эхо БДФ», большой детский фестиваль, впервые проходит в Абхазии. Почему для вас было принципиально важно, чтобы фестиваль вышел за пределы России? Ну, безусловно, те самые мосты, культурные мосты, которые мы восстанавливаем, которые мы укрепляем. Потому что большой детский фестиваль служит как раз вот такому, мне кажется, такому международному сотрудничеству и укреплению дружбы между народами. Дело в том, что Большой детский фестиваль мы проводим уже 9-й год подряд. И с 21-го решили проводить «Эхо Большого детского фестиваля», как, знаете, такой отголосок после Москвы и Санкт-Петербурга, отголосок по регионам. И с 21-го года мы проехали 17 регионов. От Калининграда до Камчатки. На Камчатке были даже 2 раза. Благовещенск вот недавно посетили, Уфа. То есть Дагестан, Севастополь. То есть у нас наша дорожная карта нашего «Эхо Большого детского фестиваля», она огромная. То есть это эхо очень раскатистое. И вот с этого года мы приняли решение стать, нам доверили стать международным. То есть помимо российских регионов, которые мы будем продолжать посещать с нашим культурным десантом, мы еще стали международными. И первый наш десант высадился на Шпицбергене. Это действительно было очень важно, поддержать русскоязычное население и тех самых наших, которые до сих пор остаются там. И очень важно вообще было для Шпицбергена, что за 95 лет такое мероприятие, посвященное детям, потому что все-таки Большой детский фестиваль – это территория детства. Мы провели там. Казалось бы, наша крайняя точка – это север. Вот. И то, что мы в нашей международной повестке теперь уже приехали с нашим культурным десантом сюда, в Абхазию, это наш второй шаг. Безусловно, впереди будет и Кыргызстан, и Казахстан. Мы даже и в Эфиопию собрались. У нас есть еще желание и в Антарктиду съездить, и заодно и Австралию посетить. То есть это укрепляет, безусловно, международные связи. А поскольку это территория детства, то, конечно, все то, что мы вкладываем в развитие наших детей, это абсолютно международная повестка, потому что мы всегда, все абсолютно родители во всем мире учат детей добру, тем самым прописанным истинам, которые мы знаем с детства. Конечно, мы хотим, чтобы и у детей было безоблачное детство, чтобы они почитали взрослых, они были умными, хорошими, смелыми, порядочными. То есть все то, что мы вкладываем в наших детей, я убежден, то же самое во всем мире хотят все родители без исключения. Но не бывает так, что они изначально учат зло. Да нет, что такое хорошо, что такое плохо. С самого раннего детства. Поэтому, конечно, Большой детский фестиваль, который как раз этому способствует, мы приводим сюда победителей нашего Большого детского фестиваля, еще и обучающую программу, потому что для детей, которые в творческих студиях занимаются, которые тянутся к творчеству, к театру, мы даем возможность поработать с мастерами. Педагоги, которые занимаются сценречью, сцендвижением, вокалом, то, что им необходимо. Может быть, впоследствии они станут артистами, даже просто станут хорошими людьми, абсолютно раскрепощенными, свободными. Это тоже крайне необходимо. И, конечно, знакомство с писателями, мастер-классы, лекции – это все то, что входит в наш культурный десант. Помимо того, что мы показываем спектакли, это победители Большого детского фестиваля, мы показываем кино, анимация, это все бесплатные показы. Так что мы рады дарить наше искусство. Да, представляем русскую культуру. Да, безусловно, на русском языке. Но это то, что нас объединяет. Я хотел сказать огромное спасибо, что мы с вами общаемся на русском языке. И это нам дает возможность быть ближе и понимать друг друга. Спасибо вам за это огромное. Я очень полюбил Сухум, я полюбил Абхазию. Здесь рады видеть, здесь действительно настоящее гостеприимство, и я рад действительно вот так вот поделиться нашим солнышком нашего Большого детского фестиваля со всеми детьми, которые придут вместе с родителями на наши замечательные проекты, посвященные детям в рамках нашего Большого детского фестиваля. Я думаю, мы еще не раз приедем, потому что каждый год меняется программа. Может быть, еще сюда приедем, может быть, и с драматическими спектаклями. Есть такие планы. Вот сегодня мы обсуждали
Дай бог, чтобы получилось строительство театрально-концертной площадки, зала здесь, в Сухуми. И это было бы, конечно, здорово, потому что это дало возможность сюда привозить и проекты уже такие серьезные. И не на 500 мест, потому что здесь мы ютимся. Хотя, кстати, очень уютный зал здесь, Фазиль Искандера. Очень уютный зал. Мне очень понравилась сцена, очень понравился зал. Но чтобы была большая театрально-концертная площадка, чтобы она могла принять и большие коллективы, и большие спектакли, и концерты. Так что будем надеяться. Надеюсь, у нас все получится. Я готов в этом участвовать и подписывать все письма и просьбы поддержки. Вот. И я понимаю, что и Хибла Гезмава тоже очень, так сказать, ратует за то, чтобы здесь появилась такая театрально-концертная площадка, и вместительная, и хорошая, и оборудованная во всем последнем слову техники. Концертной техники, так, чтобы здесь можно было проводить вот такие масштабные концерты. Мне кажется, это было бы здорово. Так что планов очень много, и я думаю, что наше сотрудничество будет продолжаться, безусловно. Завершился прием заявок на участие в мероприятиях государственной программы развития сельских территорий на 2026 год, который проходил с 22 июня. Как сообщили в Минсельхозе, все поступившие заявки зарегистрированы и будут рассмотрены в рамках конкурсного отбора. Следующим этапом станет выезд членов комиссии на места реализации проектов для оценки их соответствия условиям программы. По итогам рассмотрения комиссия примет решение и сформирует рекомендации для участия в государственной программе. В Сухуми прошла первая международная научно-практическая конференция на тему «Органы местного самоуправления Абхазии. Проблемы и перспективы развития». Мероприятие организовано Сухумским городским собранием. В нем приняли участие представители органов местного самоуправления и муниципальной власти из разных городов России, а также представители судебной системы власти Абхазии и Общественной палаты республики. Современные проблемы и вызовы, стоящие перед органами местного самоуправления Абхазии. Главная тема научно-практической конференции. Цель – обменяться опытом с российскими коллегами. Открывая научный форум такого масштаба, министр юстиции Андрей Барцис отметил его значимость. Убежден в том, что наши сегодняшние дискуссии будут наполнены предметными, продуктивными идеями, реализация которых послужит на благо нашей стране и взаимоотношениям с нашим стратегическим партнером Российской Федерацией. Законодательство Республики Абхазия устанавливает очень интересную терминологию, хорошо всем известная. Это одна из задач органов местного самоуправления – это социальная справедливость. Убежден в том, что это не просто слова, а цель, к которой мы все движемся. Для органов местного самоуправления это первый опыт и первая такая международная конференция, потому попрошу вас не судить строго нас, но мы постараемся провести ее достаточно конструктивно. В первую очередь, конечно, мне хотелось бы, чтобы депутаты со всех городов нашей республики собрались, могли познакомиться между собой, нашли общие точки соприкосновения, общие проблемы и общие перспективы их развития и решения данных проблем. С приветственным словом выступили представители районных собраний Абхазии. Они выразили готовность к совместной работе, поблагодарив почетных гостей из России. Очень важно, что мы здесь сегодня собрались поделиться своим опытом, рассказать о проблемах и найти возможные пути их решения. Укрепление института местных органов самоуправления необходимо для развития территориальных единиц нашей республики. Изменения в законодательстве, произведенные в 2022 году, были важны, и в целом этот процесс должен быть непрерывным. Из собрания Гагрского района коллеги изучают и готовят некоторые предложения для обсуждения в части разночтений некоторых статей закона и регламентов деятельности. После открытия конференции началось пленарное заседание. Гости и хозяева выступили с докладами. Депутаты Московской городской думы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Владикавказа затронули перспективы развития взаимоотношений. Я в своем докладе коротко расскажу о тех проблемах, их не будем называть. Все-таки это будут вопросы, которые
требует длительного решения вопроса. Но хоть у нас и Краснодар цветущий город, развивается, благоустраивается, но все равно есть проблемы. И на каких-то примерах я расскажу, как сегодня органы исполнительной власти взаимодействуют с органами представительной власти, то есть депутатами городской думы. Так, например, председатель комиссии по безопасности, законодательству и регламенту Московской городской думы Александр Семенников рассказал, как устроена система местного самоуправления в Москве. Привел факты и раскрыл тему Совета муниципальных образований. Поговорили и о структуре выборов в органы самоуправления. Для России тоже было большое испытание 90-е годы, и не только в связи с экономической ситуацией, а в связи с тем, что перестраивалась вся система управления страной. На месте единого государства, по сути, где регионами являлись области, встроенные в такую систему административно-командную, появилась федерация. Вот идея местного самоуправления была в том, что не залазя в сферу государственных полномочий, так было записано в Конституции, решать проблемы местного значения, местного самоуправления и путем выборных людей. Первая международная научно-практическая конференция стала важной ступенью в укреплении связи между органами местного самоуправления, что, безусловно, способствует развитию и расширению взаимодействия между Абхазией и Россией в целом. Нала Чхенджерия, Заур Лиев, Абхазское телевидение. Один из 4 концертов, ставший подарком ко Дню столицы, «Симфония любви к Сухуму», прошел в парке имени Баграта Шинкуба. Вечер объединил орган и хоровое пение, превратив праздничную площадку в концертный зал под открытым небом. Перед жителями и гостями столицы выступили государственная хоровая капелла под руководством народного артиста Абхазии профессора Надара Чанба и лауреат международных конкурсов органист Валерий Барганджия. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Музыка, которая доносится из парка Шинкуба, где, собственно, и развернулся концерт с говорящим названием «Симфония любви к Сухуму», манит своей волшебной и теплой атмосферой. И сейчас звуки меня привлекли, и я подошла посмотреть на продолжение концерта. Мне очень радостно, что я вижу и наших местных жителей, которые отмечают День города, и плюс к этому присоединились все гости нашей столицы. Очень нравятся звуки органа. Мы неоднократно бывали в нашем Пицунском храме. Поздравляю всех сухумчан с Днем города. Я приехала из города Анжеро-Судженск, Кемеровская область, Кузбасс. Приехали мы с семьей сюда отдыхать, специально подгадывали даты, знаем, что День города, смотрели в Инстаграм, когда это будет дата, и решили, что 2510 лет мы не можем пропустить. Мурашки до сих пор, обалденное звучание. Присутствующие не просто наслаждаются, они словно попадают в совсем другой, уникальный мир музыки. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Созидатели Абхазии» при поддержке Фонда президентских грантов РФ. На сегодня у нас основным и главным героем является молодой абхазский органист Валерий Барганджия. И сегодня как команда культурно-деловой платформы ГУМа, так и государственная хоровая капелла является поддержкой для него, потому что буквально через 2 недели команде ГУМы и вообще работе культурно-деловой платформы ГУМа исполняется 5 лет. В целом наша основная деятельность заключается в том, чтобы поддерживать молодых талантливых ребят. Большое количество гостей, которые приезжают к нам, они приезжают не просто купаться в море или отдыхать в отелях, они приезжают сюда в том числе из-за большой культурной и развлекательной программы. Я бы хотела сделать акцент на культурную программу, потому что это один из инструментов того, чтобы наши гости, в первую очередь российские туристы, которых большинство, познавали нас еще лучше, еще ближе. В программе классическая, органная и хоровая музыка выступали Государственная хоровая капелла Республики Абхазия, коллектив с большой историей, известный далеко за пределами страны. Уникальный орган «Вискаунд» прибыл в Абхазию совсем недавно, благодаря усилиям народного артиста Абхазии Надара Чанба, художественного руководителя, главного дирижера Государственной хоровой капеллы, и впервые звучит в нашей стране. Сольную партию на нем исполнил молодой органист Валерий Барганджия, лауреат международных конкурсов
выпускник Нижегородской консерватории. Этот орган уникален тем, что он, во-первых, он трехмануальный. Несмотря на то, что он выглядит очень камерно, так, он имеет большое количество регистров, и это позволяет выбрать такую красивую комбинацию звучания. Вот. И в нем есть также еще педальная партия, вот, педальная клавиатура. Также можно играть на нем ногами. Хочу с радостью, большой радостью передать это полное звучание инструмента вам, всем зрителям, жителям города Сухум. Вот. И в честь юбилея города я под конец своей сольной программы, так скажем, подобрал яркое, эффектное произведение. Подготовил наизусть сочинение, буду играть композитора Дени Бидара «Токката». Вход был свободным, что позволило еще большему количеству людей собраться и в полной мере ощутить всю красоту и утонченность классической, органной и хоровой музыки, гармонично сочетавшиеся в концерте «Симфония любви к Сухуму». Айлита Арутюнян, Заурлиев, Абхазское телевидение. В рамках передачи «Главное» с Ольгой Беловой телеканала «Звезда» был показан репортаж про Сухум. Материал был подготовлен ко дню рождения нашей столицы. Смотрите репортаж сразу после новостей. А сейчас, как обычно, прогноз погоды. По сообщению синоптиков, во вторник, 7 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.